Ухтинская поликлиника нуждается в участковых терапевтах. Кадровый дефицит в медицинском учреждении периодически возникал, но особенно острой эта проблема стала в условиях пандемии. Новых врачей активно приглашают на работу, но слабым аргументом для соискателей становится даже внушительная заработная плата. Пугают огромные нагрузки. Подробности у Виктории Науменко. С нехваткой кадров Ухтинская поликлиника сталкивалась нередко. Но эту проблему несколько лет подряд с успехом решала выездная профориентационная работа с медицинскими вузами. Ряды ухтинских медиков пополняли выпускники из Сыктывкара, Кирова, Архангельска, Перми, Ижевска. Молодые врачи ехали работать по контракту на весьма выгодных условиях. В Кировской области у нас без опыта работы сложно найти работу врача-терапевта. А тут и перспективы, и в общем, понравилось то, что рассказали нам о работе здесь. В этом году пандемия затруднила выездную профориентационную работу, и штат пополнился только 3 терапевтами, тогда как в предыдущие годы приходили более 10 новичков. Самое большое пополнение штата было в 2017 году. Тогда пришли 4 специалиста среднего образования и 14 докторов, в том числе терапевты. Но большинство из них – девушки, и отработав 3 года, 2 из них уже ушли в декрет. Еще 4 по причине беременности не могут сейчас работать в полную силу, а именно с больными ОРВИ и коронавирусной инфекцией, которые как раз обращаются в огромном количестве. Эти доктора задействованы только в профилактической работе, иммунизации, диспансеризации. Возникли в этом году и другие причины уменьшения штата. Часть врачей поступили в ординатуру. В этом году были дополнительные места выделены, и, естественно, учитывая такую возможность, они поехали и поступили в ординатуру. Плюс есть люди, которые вышли на пенсию, плюс есть программа «Земский доктор», то есть врачи тоже используют такую возможность, чтобы получить 2 миллиона. 2 доктора у нас переехали в Сосногорский район для того, чтобы принять участие в этой программе и получить деньги. Естественно, они должны будут там 5 лет отработать. Все осложняется и тем, что в этой непростой эпидемиологической ситуации доктора сами болеют. Так, на сегодняшний день в строю 15 терапевтов, 8 фельдшеров и 6 фельдшеров неотложной помощи. Впрочем, на выезде работают и терапевты. У этих специалистов нагрузки колоссальные, особенно сейчас, не скрывает главный врач. Ведь это тот доктор, к которому приходят в первую очередь и который принимает решение о дальнейшем лечении. Плюс профилактические осмотры, иммунизация, диспансеризация и работа с документами. Выдерживают не все. Работа врача-терапевта – это очень сложная работа, и не все, естественно, хотят быть врачами-терапевтами, а поработав год, 2, 3, то есть люди стараются уйти в какую-то узкую специальность для того, чтобы уйти от этой колоссальной нагрузки, которая ложится на терапевта. В Ухте 48 врачебных участков, и на каждом должен быть терапевт. Но их всего 20, плюс 8 фельдшеров. И эти объемы работы доктора распределяют между собой как могут. Не все работают на ставку, большинство берут совместительство по половинам и четвертям ставок. Но пока вопрос укомплектованности стоит крайне остро, и поликлиника очень ждет соискателей вакантных мест. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.